у меня действительно очень ошеломительные результаты получились. Поэтому я хочу сегодня поделиться с вами. Про ЛФ-8 я узнала еще в октябре 2017 года. И когда мне из Бурятии моя хорошая знакомая, может кто знает, Ирина Примак, значит, рассказала, что есть такое прямо чудодейственная капсула, и что очень хорошая, она меня мотивировала на заработок, ну что можно очень хорошо заработать. А когда она мне сказала, что это можно хорошо заработать, я сразу ей отказала. Мне не надо, говорю, я больше никакими всякими разными сетевыми не буду заниматься. Потому что я действительно занималась всякими разными, да, и везде, ну, сперва получала результат, потом крах. Ну, я не такой человек, который сильно так приглашает и так далее. И вот я ей отказала в октябре, и 31 декабря 17 года, да, вдруг, значит, ко мне все приехали мои родные сестры, брат. И, значит, когда они уехали, остался, сын купил такой шикарный торт, такой прямо красочный, бирюзового цвета, там всякие разные. Никто не притронулся к этому торту. И я вот как-то, у нас же есть такое, лучше пускай, чем пропадать хорошему этому, да? И я 3 дня кушала этот торт. И вдруг у меня началась сыпь вообще ниже пояса. Вот ноги начали прямо Я испугалась, что у меня случилось, да? Но у меня вообще-то есть, оказывается, наследственная предрасположенность к псориазу. У меня отец болел псориазом, родная сестра болеет, у этой родной сестры сын болеет, да? И вообще это псориаз, это вообще такая болезнь, которая вот, кто если знает, это вообще... И я кое-как дождалась, когда закончатся эти каникулы рождественские, чтобы пойти к врачу, потому что я испугалась. Я не думала, что это псориаз. А когда пошла к врачу, обследовалась, и мне сказали, что это дебют псориаза. И меня после, значит, всяких разных анализов и так далее, там еще место надо было выбить в больнице КВД, да, положили в больницу. Ну, когда я легла в больницу, я увидела, какие там люди вообще. А до этого говорили, что вы, наверное, получили какой-то стресс из-за того, что псориаз просто так сам по себе не возникает, а у меня такого стресса не было. А когда я увидела больных псориазом в больнице, у меня действительно получился стресс. Я думала, как это вот, я вот такая вот буду? Я вообще, пока я, значит, там лежала, все время у меня был стресс. Я вообще не могла ничего. Все время мне кололи снотворное, чтобы я спала. И все время первые дни я спала и спала. И когда вот ходили в мазевую, мне было это вообще как-то вообще, ну, это словами не рассказать, надо просто глазами посмотреть на этих людей. Сплошные, прямо сплошные эти, болячки. Друг с другом они, оказывается, вместе сливаются, и получается прямо сплошная Вот у меня вот тогда был стресс, да. Когда у меня дочка невролог, я ей не сказала, что я Когда я выписалась из больницы, там меня прокапали и так далее, что-то делали, но у меня псориаз, вместо того, чтобы пройти, которые были точечки, да, они все стали увеличиваться и друг с другом сливаться. И я позвала дочку, а когда она увидела, вот она получила стресс. Мама говорит, если у тебя здесь высыпали, говорит, наружу такие болячки,
а что у тебя творится внутри, это говорит, вообще говорит, у тебя все органы поражены вот псориазом. Тогда я вообще после ее слов, мне вообще не захотелось даже жить, если честно. Если у меня внутри такое, снаружи такое, это вообще... И, значит, я начала, ну, я, так как человек, который ищущий, да, начала искать в интернете, где бы найти, как вот люди от псориаза. И я наткнулась на, есть в интернете жук-знахарь, живые жуки. Люди принимают, оказывается, этих живых жуков и лечатся от псориаза. Я нашла этих жуков, вы даже не поверите. Да, я нашла этих жуков, меня отправили, я их начала кормить и разводить. Этих жуков надо принимать по одной штуке каждый день, прибавляя. И я прибавила до 70. За один раз, представьте себе, 7 маленькие, они вот чуть-чуть больше. Как клопы они, если, да. И как его, я вот принимала до 70 штук в день. Потом обратно это 69-68. И думаю, первый раз, когда я начала их, а их надо глотать еще живыми. Да. Да. Потому что они, когда, значит, попадают к тебе туда, в этот, что-то выпускает, который именно твой иммунитет, оказывается, что-то делает. Короче, я их пропила. И у меня ничего, ну, такого этого не получилось. У меня разочарование, потому что у меня болячек было очень много, действительно, да. Разочарование я получила и начала читать, достала книгу «Сода», и который вот Неумывакин, может, врачи знают, да, кто такой Неумывакин. Я, значит, достала книгу про соду и про перекись водорода. И начала активно лечиться содой и перекисью водорода. Даже не поверите. Все равно вот, ну, немножко улеглось, как этот самый, но все равно болячки не уходили. И вот Ульяна Анатольевна, где она? Ага, вот, Ульяна Анатольевна, да, я ей тоже, она знала про мои проблемы, и она сказала мне летом, сказала, в июле, да, или в июне, ага, сказала, что тебе надо лечиться вот этим, ЛФ8, есть такое. Я говорю, я про нее слышала, говорю, вот надо лечиться. Я, говорит, биолог она, говорит, тебе должна помочь. Но я пропустила это мимо ушей. В июне я вот приезжали, я встречалась с спонсорами со своими, да, и как-то быстро-быстро и ушла. И вообще, и не поверила. Действительно, я не поверила. Но так как у меня болячки не ушли, и потом подумала, а почему бы не попробовать? И про ЛФ8 начала смотреть в интернете. В интернете смотрю, люди прямо рассказывают. Там, ну, я решилась, тоже надо попробовать. Потому что так я тоже не могу жить. И, значит, в сентябре они приезжают, а я улетаю в Москву. Когда я из Москвы прилетаю, они улетают из Якутска, да? Но, тем не менее, я уже... У меня в руках оказались вот эти вот ЛФ8. Я же не заказывала. Так, я подумала, надо попробовать лечиться, когда у меня на руках есть они. Почему я не могу этот самый? И у меня вообще денег не было. Из Москвы прилетела, денег вообще нету. Потому что все израсходовала. И короче, начала пить вот ЛФ8, которые оставили спонсоры, да. И начала, уже я с 3-го дня почувствовала, как будто у меня изнутри идет какой-то такой, как сказать, какие-то токи идут внутри организма. Вот что я почувствовала первый раз. И, ну, как-то не обратила внимания. А оказывается, видимо, внутренние мои псориазы, которые болячки начали, видимо, реагировать на этот ЛФ8. Это сейчас, я думаю, так. И я начала пить 25 сентября. Вот только начала пить 25 сентября. 1,5 месяца назад? Да. И знаете что? Когда я начала пить, я уже
через неделю почувствовала такой прилив энергии. Обычно я вообще лежу, у меня, как сказать, от моих болезней действительно стресс, ничего не охота делать, вообще не охота ничего делать. И я все время лежала перед телевизором, смотрела телевизор, все сериалы подряд, дома ничего не делала. И вот у меня появился такой энергия появилась, и я вдруг начала все по дому делать, перестирала всю свое белье, которое у меня накопилось за лето, да, и удивилась, почему я так не устаю даже. И теперь вот я хочу сказать, что действительно Лев 8 работает, это я на себе. У меня есть фотография. Вот у меня есть подруга, которая меня, значит, она работает в Сибирском здоровье. Я раньше тоже там работала, но подумала, что там, для себя я вот селен пила, там всякие, вот все БАДы, которые были, я в Сибирском все попробовала. Считать, что мой организм сильно такой зашлакованный, я не могу сказать, потому что я БАДы принимала. И это, значит, она пришла и говорит, давай сфотографируем твои вот эти ноги, говорит. Я говорю, зачем? Ну, хотя бы посмотреть. Вот она принесла мне истоки чистоты, там вот, все вот, как его. Я все эти выпила, которые она мне принесла на какую-то сумму, 4500, да. И но у меня такого улучшения тоже не было. И вот когда я начала с 25 сентября принимать Лев 8, я уже начала чувствовать, что у меня как-то что-то происходит в организме. И на сегодняшний день, вот те болячки, которые у меня вообще сидели и никогда... Я вот мазалась такими дорогостоящими мазями гормональными и так далее, которые 600 рублей стоят каждый раз. У меня один тюбик хватал только на 2 дня. А дочка сказала, мама, ты этими гормональными сильно не потому что это плохо для организма. Она вообще в шоке была. Не знает, что делать. Иди к дерматологу, говорит, там Дерматологи идут, они тоже не знают. Мази, эссенциали вот эти вот назначают и так далее. Очистку, я уже все прошла. Вот. И, значит, а теперь я заметила, я вот начала принимать Лев. А у меня денег-то не было, как я смогла заказать себе Лев 8, теперь расскажу, да? Вы скажите результат. Результат очень все ждут положительный. Результат от ЛФ. Я покажу. У меня есть там, да. И сидят люди, которые не знают, денег нету. Все, кого я говорю, приглашаю, говорят, денег нету. Поэтому я хочу вам рассказать, как я, не имея ни одной копейки, да, заказала 2 раза Лев 8. Значит, первый раз я уговорила свою подругу и сказала, давай мы с тобой закажем по 4500, по 4200 или 300 было, и мы же капсулу уже сразу не принимаем одноразово. Поделим на 2 части и второй раз еще. Про это можно потом. Давайте результаты. Результат у меня такой, что я хочу немножко показать вам, какой у меня результат. Это просто говорить тоже не да? Лучше один раз показать, чем говорить. Вот я сегодня одному молодому человеку отправила свой. Вот такие ноги были, когда я попала в КВД. Ой, страшно. Ой, там бляшки по всей башке. Вот такие, если хотите, могу вас всем показать. Вот такие ноги я попала в КВД. И это было в январе 2018 года. Можно пустить? Сейчас чисто, да? Сейчас я покажу. Покажите ноги. Сюда покажи. Вот с этого надо было начинать. Покруче. И теперь вот такие ноги у меня стали после моих нет, это мои ноги, которые я лечила
жуками, там всякими разными, содой и так далее. Вот такие ноги у меня были. Это было до того, как 25 сентября. У нас Сейчас чисто про РФ или про жуки? А? Может, жуки пойдут? Я же лечилась с января месяца, лечилась до 25 сентября. Скажите, с какого вы начали? И вот такие ноги меня носят. Вот эта фотография буквально 3 дня тому назад. Да. Это время. Ага. Это время. И потом сейчас люди сориентируются на жуки, пойдут жуки покупать, не стелы. Кому интересно, потом Это вот с нее спочатку возьмем. Знаете еще кто по результату? Вот. Александр, пожалуйста, чистый